Вы смотрите выпуск новостей в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале коротко о темах. В Якутске начался трехмесячник по санитарной очистке и подготовке города к весенне-летнему периоду. Концерты, выставки и многое другое. Ленск расцвел праздничными мероприятиями к Международному женскому дню. Сборная Мегина Кангаласского УСа победила на чемпионате Якутии по масс-рестлингу. Впереди подтверждение лидерства на Кубке Федерации. В Якутии росгвардейцы присоединились к всероссийской акции в поддержку спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик. По всей России в эти дни проходит флешмоб в поддержку сотрудников и военнослужащих силовых структур, участвующих в спецоперации в Украине. В стороне от всероссийского мероприятия не остался личный состав управления Росгвардии по республике. Росгвардейцы наклеили на свои служебные автомобили стикеры с буквой «В» с хэштегом «Своих не бросаем». Сотрудники групп задержания на территории площади Матери служебными автомобилями образовали символ «В». Россияне до 30 сентября текущего года могут подать в банк заявление об оформлении кредитных каникул в связи с текущей экономической ситуацией. Парламент принял пакет законов о поддержке экономики и граждан в условиях ограничений. Один из них предусматривает введение в России кредитных каникул до 30 сентября этого года. До этого срока россияне смогут подать в банк заявление с просьбой об отсрочке выплат по кредиту на срок до 6 месяцев. При этом сам договор о кредите должен быть заключен до 1 марта 2022 года. Получить льготу можно, если доход сократился более чем на 30% за месяц. В Якутске начался трехмесячник по санитарной очистке и подготовке города к весенне-летнему периоду. В ближайшее время силами службы эксплуатации городского хозяйства будет произведен сброс снега с крыш многоквартирных домов и вывоз снега и наледей с внутридворовых территорий, а также с улиц, скверов и площадей города. Жильцам частного сектора напоминаем, что запрещается складирование снега вдоль улиц, а также вывоз его на ледовые поверхности водоемов, а также вывоз снега и наледей в места, не предназначенных для его складирования. К нарушителям будут применены меры административного воздействия. Здесь особое внимание, наверное, жильцам надо обратить внимание на объявления, которые висят на сегодняшний день в многоквартирных домах, чтобы не ставили машины, когда указанные даты будут проводиться сброс с крыш снега, и не выпускать детей играть без наблюдения старших в такие территории. Для жителей частных секторов на сегодняшний день через управу выдаются талоны для вывоза снега. Абсолютно бесплатно принимается на полигоне снега 50 лет Советской армии. Для управляющей компании там чуть-чуть другая схема. За 2 года Мирнинское управление автодорог отремонтирует дорожное полотно федеральной трассы Вилюй протяженностью 17 километров в сторону Ленска. С управлением подписали государственный контракт на сумму 1 миллиард 450 миллионов рублей. Средства предназначены для капитального ремонта дорожного полотна участка трассы Ленск-Мирный. До октября 2023 года управлению предстоит отремонтировать участок дороги в границах федеральной трассы Вилюй. В этом году управление трудоустроит дополнительно около 80 человек. Требуются механизаторы, дорожные техники, экскаваторщики, бульдозеристы и водители. Сейчас в управлении работает 800 человек. То есть он пройдет поселок Алмазный, далее с ворот на Ленск и 7 километров в сторону Ленска. Далее, что будет сделано, что будет интересно, это освещение на территории поселка Алмазный, где проходит дорога Вилюй, будет выполнены работы. Далее это будет кольцевое движение на развилке между двумя дорогами, направлением дороги Вилюй-Ленск и Якутск и примыкание дороги Анабар. Ленск расцвел праздничными мероприятиями к Международному женскому дню. А это говорит о том, что эпид-обстановка значительно улучшилась. Так, в Дворце культуры «Юность» прошло целых 2 концерта, посвященных слабому полу. И в Центре досуга народного творчества прошел ряд выставок и праздничный концерт. Об этом в репортаже Анны Кожевниковой. В
Весенние краски для самой нежной половины человечества, для женщин. В Центре досуга и народного творчества в преддверии Международного женского дня прошел праздничный концерт, в котором приняли участие все танцевальные и вокальные коллективы культурного учреждения. Одним из самых ярких украшением всех мероприятий становятся номера ансамбля народного танца «Росинка». И неудивительно, ведь в их арсенале самые разнообразные танцевальные техники. Мы танцуем все, что нам нравится. Мы танцуем народный фольклор, брейк-данс, мальчики танцуют, девочки пытаются, современные направления, хип-хоп, контемпорари. Яркие краски вплели в оригинальные портреты для самого весеннего праздника Международного женского дня ученики из студии «Палитра». Они подготовили подарки для своих мам. Скоро 8 марта мы рисовали девочку, где у нее там всякие листики, на голове украшения. Я этот рисунок подарю маме. Возраст учеников из студии от 4 до 12 лет. В работе с юными художниками руководитель использует самые разные практики. С малышами очень много используем нетрадиционные техники, там пальчиковое рисование, ватные палочки, вилочки и так далее. Старшие детки, вот с ними как раз-таки уже стараемся больше проводить бесед, что-то об искусстве, о жанрах, о художниках. Бывали у нас даже занятия по копированию, что Ван Гога как-то мы рисовали «Звездную ночь», тоже детям очень интересно это. Накануне праздника прошла и ярмарка рукодельниц хендмейд-студии, и выставка картин родной природы Юлии Ленской. Здесь можно было приобрести подарки ручной работы и произведения искусства для самых любимых. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. События гражданской войны в Якутии, произошедшие в начале марта 1922 года, воссоздали военно-исторической реконструкции. В январе 1922 года Нестор Каландрашвили с отрядом выехал на ликвидацию отрядов якутских повстанцев. Попал в засаду и был убит в 33 километрах от Якутска. В реконструкции сцен боевых действий, устроенной засады на штаб, были использованы винтовки, револьверы «Наган», пистолет «Маузер», всем знакомый по фильмам и хроникам охолщенные винтовки и карабины. Памятное мероприятие было посвящено столетию образования Якутской ССР. Вот это мероприятие, которое сегодня мы провели, оно в принципе посвящено столетию образования Якутской ССР. Это как раз вот эти тревожные годы гражданской войны, 22-й год. 22-й год, он вообще отличается очень большим количеством таких вот событий, в том числе, вот, например, засада на гибель Каландрашвили с отрядом своим, да. Потом летом прошли Техтюрский бой, Никольский. Вот осенью начинается поход сибирской дружины Пепеляева. То есть 22-й год он был насыщен очень вот в плане боевых действий именно гражданской войны в Якутии. В этом году мы планируем сделать несколько реконструкций. Это одна из первых. Мы его запланировали уже давно. А в этом году еще будут реконструкции боев в Амгинском районе и также в окрестностях Якутска. Но это у нас первое мероприятие. Министерство образования, культуры, спорта, науки и техники Японии ведет набор иностранных студентов с целью подготовки кадров, которые станут связующим звеном между Японией и Россией. Для выявления подходящих кандидатов в СФФУ прошел письменный экзамен по японскому языку, который провел вице-консул по образованию и культуре Генконсульства Японии в городе Хабаровске. Победители отбора пройдут обучение в Японии в одном из университетов в течение 1 года с целью повышения уровня знаний по японскому языку, культуре и страноведению по стипендиальной программе правительства Японии. Мы проводим письменный экзамен по японскому языку с целью отбора кандидатов на участие в программах Министерства образования Японии. То есть мы студенты, кто сдал этот экзамен, будет изучать японский язык или японскую культуру в Японии. Мы даем стипендию, они бесплатно изучать японский язык или японскую культуру в университете, где они желают.
Ко Дню народного мастера республики в Нерюнгринской районной библиотеке общественной организации «Саха-Аймах» была организована выставка народного прикладного творчества. В Нерюнгринском районе проживает немало мастеров, которые занимаются изготовлением изделий высокого художественного уровня. Только сегодня на выставке «Якутия мастеровая» свои работы представили 20 мастеров. 15 из них – это члены общественной организации «Саха-Аймах» и 5 – работники библиотеки. Это те люди, которые свободное от работы время посвящают творчеству. Конечно, у нас очень много в нашем городе, в нашем районе мастеров, которые действительно изделия делают высокого художественного значения. Мастерам я бы пожелала, конечно, в первую очередь крепкого здоровья сегодня. Творчество, новых находок, интересных событий в жизни. Потому что мы знаем, что когда у человека интересная жизнь, он очень много может сделать. Особенно, если ты мастер. Светлана Мударисова занялась изготовлением кукол всего год назад. За 2 месяца она сшила целую композицию «Жених, невеста и конь». Большое внимание уделено деталям. В нем вот конь якутским убранством полностью, тут седло под ними. Это чепраки с обоих сторон, и вот задний чепрак. А вот это на седло сиденье. И вот переметная сума, куда охотники кладут свои боеприпасы, продукты. Куклы, модные сумки, изделия из бисера, дерева, кости, меха, бересты и многое другое увидели посетители выставки и прикоснулись к культурному наследию нашей республики. Но помимо этого здесь представлены книги, здесь представлена выставка книг из наших закрытых фондов. Книги рассказывают также о декоративно-прикладном искусстве народов Саха и всех народов, проживающих на территории Республики Саха-Якутия, в том числе славян, эвенков. И самое главное, что уделено внимание мастерам, проживающим в Нерюнгринском районе. Тут же можно было научиться некоторым азам по изготовлению изделий и даже немного якутскому языку. Для этого были организованы мастер-классы. Вот посмотрите, у нас вот, если по моей тематике, то вот это вот современный якутский алфавит. И я буду людям рассказывать, как они будут произноситься, как оно будет выглядеть при разговоре. Вот этот вот такой момент. Символично, что в этом году День народного мастера проводится в рамках Года культурного наследия народов России и празднования столетия образования Якутской АССР. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. В завершении выпуска новости спорта. Сборная Мегина Кангаласского улуса победила на чемпионате Якутии по масс-рестлингу. Общекомандной победой сборной Мегина Кангаласского улуса завершился чемпионат Якутии по масс-рестлингу памяти Гаврила Десяткина. Второе место заняли их принципиальные соперники, команда Усть-Алданского улуса, хотя они имели вполне реальные шансы выиграть кубок. Почетное 3-е место у татинских масс-рестлеров. Сборная Мегина Кангаласского улуса уже в который раз завоевала кубок победителей чемпионата республики. Теперь им предстоит подтвердить лидерство на Кубке Федерации масс-рестлинга Якутии уже в конце этого года с лучшими командами прошедшего соревнования. Сборными Усть-Алданского, Татинского, Верхневилюйского, Чурапчинского, Амгинского улусов, Якутского, СВФУ, Горного и Намского районов. На этом у нас все. Оставайтесь на нашем телеканале.